Цель сатиры не обязательно только в кривлении и подражании другим. Она должна нести воспитательный характер. И дабы воспитательная критика не была слишком горькой и безболезненной, сатира смягчает ее с помощью юмора и смеха. А просто выходить на сцену и нести бессмысленную чушь не нужно. А когда на сцене сидят действительно умные сатирики, разбавляя объективную критику с юмором и преподносят ее зрителям для того, чтобы те задумались, это в целом полезно и дает положительную почву. А почему люди смеются, слыша подобные сатиры? Да потому что, слыша правду о самих себе, люди, естественно, будут смеяться над своими недостатками. А тех горе-сатириков, которые попросту высмеивают внешность президента или поведение каких-то конкретных лиц, имея цель только посмеяться над людьми, то таких людей вообще не нужно слушать. Их слова причисляются к сплетням и клевете, которые, в свою очередь, являются греховными. А еще лучше будет оставить таких людей, сказать им: «Все, остановись, прекрати высмеивать его. Я пришел послушать здесь то, что дозволено. Запретное я не намерен слушать, так что будь добр, весели меня чем-нибудь позитивным и добрым. Поскольку вы заплатили деньги за этот концерт, то вы имеете право слушать то, что дозволено шариатом, а не то, что греховно и разрушительно».